Ситуацию в Джарахском районе, где судебные приставы пошли на радикальные меры, пытаясь исполнить решение суда, обсудили в Магасе на встрече главы Ингушетии с главным судебным приставом Адамом Гордановым и заместителем руководителя администрации главы Ингушетии, начальником управления внутренней политики Асланом Умаровым. Нельзя было таким вот образом форсировать решение суда. Люди обещали сами разобрать свои постройки, надо было немного подождать и не прибегать к таким радикальным мерам, отметил ингушский лидер. Глава региона дал поручение организовать вывоз имущества хозяевами построек в течение текущей недели в присутствии представителей ФССП по Ингушетии, а также с участием администрации района. Подводя итог встречи, глава Ингушетии подчеркнул: составьте список всех семей, по которым есть решение судов о выселении, и на совете тейпов это обсудите. В обязательном порядке необходимо обеспечить семьям компенсации за все имущественные потери, уточнил Евкуров. Есть решение суда, есть уведомление, которое дается непосредственно там жильцам. Но опять же, там, где мы договариваемся, мы вот в том случае договаривались, разговаривали, что включительно май люди сами оттуда выйдут. То есть вопрос, где мы можем потянуть чуть-чуть, месяц, два, три, и люди самостоятельно сами выйдут. А есть вопрос, где надо жестко реагировать. Вот в данном случае не надо было жестко реагировать. Просто надо было подождать там до конца мая. Ну уж точно с 1 мая там уже предупреждать, что время уже наступает. За всем этим стоят люди, тем более не один год прожившие в том районе, в тех местах. И на будущее надо еще раз там всем дать уведомление, к какому времени, если не выполнено, будет сноситься. Это все показывает тогда будет понятно, был срок. Но даже если срок истек, вы туда приехали, и там уже стоят люди, уже понимают, что некуда, и говорят, мы сами все снесем, это вот последний срок. Ну, почему-то таким зловещим образом, так бы я сказал, почему-то начали рьяно исполнять решение. Это раз. Хотя ждали, почему, насколько я уже помню, там это решение было, там сколько, год ждали или сколько там по времени? Больше года. Список всех, по которым есть решение судов, и там, где нет решения судов. Там, где, в том числе там, где оправдано проживание в районе башенных построек. Эти все списки собрать и на сходе совета тейпов это все обсудить. Компенсация за тот ущерб, который там люди понесли. Мы должны это все компенсировать. И здесь в законном порядке, в виде поручения, еще раз, оно было поручение, уже было оценено. Выехать, оценщики должны выехать и все это оценить имущество, которое там есть. И здесь участие Минсельхоза обязательно. Те жители, которые проживают там, занимаются крестьянско-сельским хозяйством, то есть у них есть живность какая-то, им дать позволить уже в другом месте, на равнине, выделить и землю и помочь им в организации крестьянско-сельского хозяйства. На это тоже обращаю внимание.